Здравствуйте, ребята! Сейчас мы вам прочитаем венгерскую народную сказку «Два жадных медвежонка». Садитесь поудобнее и внимательно слушайте. По ту сторону стеклянных гор, за шелковым лугом, стоял нехоженный, невиданный густой лес. В этом нехоженном, невиданном густом лесу в самой его чаще жила старая медведица. У нее было два сына. Когда медвежата выросли, они решили пойти по свету искать счастье. Поначалу пошли не к матери и, как положено, распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь-дорогу. Шли они, шли, и день шли, и другой шли. Наконец все припасы у них закончились, а медвежата проголодались. Понурые брели они рядышком. «Эх, братик, да чего же есть хочется!» — пожаловался младший. «И мне хочется», — сказал старший. Так они все шли да шли, и вдруг нашли круглую головку сыра. Хотели было поделить ее поровну, да не сумели. Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется больше. Спорили они, рычали, и вдруг подошла к ним лиса. «О чем спорите, молодые люди?» — спросила лиса. Медвежата рассказали ей о своей беде. «Какая же это беда?» — сказала лисица. «Давайте я вам сыр поделю поровну. Мне что младший, что старший, все одно». «Вот хорошо-то!» — обрадовались медвежата. «Дели!» Лиса взяла сыр и разломала его на две части. Но расколола головку так, что один кусок, это даже на глаз было видно, был больше другого. Медвежата закричали: «И этот больше!» Лиса успокоила их. «Тише, молодые люди, и это беда не беда. Сейчас я все улажу». Она откусила большой кусок от большой части и проглотила его. Теперь больший стал меньшим куском. «И так неровно!» — забеспокоились медвежата. «Ну, полно!» — сказала лиса. «Я сама знаю свое дело». Она откусила кусок от большей части. Теперь больший кусок стал меньшим. «И так неровно!» — закричали медвежата. «Да будет вам!» — сказала лиса, с трудом ворочая языком, так как рот ее был набит вкусным сыром. «Еще самая малость, и будет поровну». Лиса продолжала делить сыр, а медвежата только черными носами водили туда-сюда, от большого куска к маленькому, от маленького к большому. Покуда лисица не наелась досыта, она все делила и делила. Но вот куски сравнялись, а медвежатам почти и сыра не осталось. Два крохотных кусочка. «Ну что ж, — сказала лиса, — хоть и помалу, да зато поровну. Приятного вам аппетита, медвежата!» И, махнув хвостом, она убежала. Так-то вот бывает с теми, кто жадничает. Да, вот что бывает с теми, кто жадничает. Спокойной ночи, девочки и мальчики. До новых встреч!